Любимые, привет! Безумно рада вас всех видеть. Сегодня мы будем с вами говорить о шестой чакре Аджны. Чакра Аджна — это чакра третьего глаза, которая расположена в области межбровья, вот тут. И это чакра, которая отвечает за наши чувства, за такие как яснознание, ясновидение, яснослышание, ясноощущение и пятое — ясночувствование. И сейчас я вам более подробно расскажу, о чем речь и как понимать, какое из этих чувств у нас более развито. То есть чакра Аджна — это чакра про интуицию. Интуиция у всех может быть абсолютно в разном ключе развита, да? Приведу пример. Я в детстве, когда была совсем малышкой, мне кажется, мне было лет, может быть, 5, где-то вот в таком 5, может, 4 года, и я часто маме могла говорить: «Мама, посмотри туда, мне кажется, там стоит какой-то человек, мужчина или женщина». А мама смотрит, а там никого нет, то есть пустота, просто комната и никого там нет. А все почему? Потому что в детстве у меня было очень сильно развито ясновидение. Почему в детстве? Я вам объясню. Все дело в том, что взрослые, у них уже немножко затуманено, да, то есть глаза закрыты. Они уже в это все не верят, потому что очень много возражений слышали в течение своей жизни по поводу там других миров, там астрала и всех вот этих вот безумно интересных и глубинных вещей, да. А дети и животные, у них нет вот этой белой пелены, нету тумана, у них мир просто, можно сказать, как на чистой ладони. Они все видят, они все слышат, они все чувствуют. Но просто дело в том, что их-то мало кто понимает, потому что взрослым кажется: ой, да это бред, это все еще детишки, они ничего не понимают. Но нет, все это они понимают, потому что у них очень сильно это развито. То есть кошки очень часто чувствуют, что вот дома кто-то есть, мы не видим. Но они это чувствуют и дают нам понять, да, как там начинают как-то бегать, суетиться, собаки начинают лаять в пустоту. Естественно, нам может становиться от этого немножко жутко, потому что мы-то не видим. Но есть люди, которые уже во взрослом осознанном возрасте обладают ясновидением. Еще один могу привести пример — это яснознание, да. То есть, возможно, у вас тоже в жизни была такая ситуация, то, что вы что-то придумали, какое-то супер изобретение, какую-то вещь, какую-то технологию, да, и вы начинаете рассказывать другому человеку, он тоже в шоке: боже, это гениально, как ты до этого додумался. Все дело в том, что у вас развито яснознание, то есть вы просто уже знаете, как что-то придумать, да, или, например, это уже придумал кто-то ранее, вы не зная о том, что это уже существует, это просто есть у вас в голове, потому что у вас развито яснознание. Еще очень интересная штука — это ясночувствование, яснослышание и ясноощущение. Вот у меня на данном этапе жизни очень развиты сны. Мне снятся вещи сны. Мне кажется, мне досталось это по женской линии, поскольку у моей мамы до сих пор бывают вещи сны, но уже не так часто. Видимо, это все переключилось на меня. Но это достаточно интересная вещь. Еще очень интересно, если научиться управлять этими снами. И то есть мне достаточно часто бывает такое, что мне снится сон, и потом это сбывается. Или, например, мне снится сон, и я иду в какое-то место, да, я уже знаю, что там будет, просто потому что мне это приснилось. Конечно, в реальности и во сне все это немножечко отличается, да, есть какие-то различия, но в любом случае сам факт того, что вот я вроде бы только сегодня спала, мне что-то приснилось, и тут бац, это правда происходит в моей жизни. Я раньше удивлялась и думала, типа, что, как такое может быть? Но сейчас, не знаю, я уже такая: да, мне это приснилось, я знала, что так будет. Извиняюсь за мой голос, я просто немножко приболела, но без разбора чакры Аджны я вас оставить не могла. Продолжаем. Также чакра Аджна — это интуиция и ответственность за свое воплощение и за грамотное, то есть развитие, следуя за режимом дня. То есть, простыми словами, делая все своевременно.
Если меня спросите, какая у этой чакры ценность, то я вам хочу сказать, что безумно высокая. Все-таки не зря эта чакра на вершине практически, да, уже 6-я, осталась всего 1. И также недаром буддисты говорят, что чакра Аджна — это чакра сознания. То есть осознанность, сознание — это все про Аджну. Но самое главное, чтобы это было действительно сознание, осознание себя, погружение внутрь себя, изучение себя и понимание себя, но чтобы это не переходило грани, знаете, изучения себя, духовности, развития, самосовершенствования, и, как часто сейчас бывает, люди просто отлетают, они не прокачивают нижние чакры, все-таки мы живем в материальном мире, и нам важно заземлиться, нам важно иметь почву, вот эту платформу, на которой мы существуем, благодаря которой мы держимся. И когда мы уже прокачали какие-то материальные блага, когда мы уже заземлились, прокачали нижние чакры и спокойненько, плавненько, с чистой совестью и душой мы поднимаемся с нижних чакр наверх, и вот мы добираемся до Аджны. И Аджна — это наша интуиция. Мне кажется, у девушек наиболее прокачана интуиция, но даже если вы мужчина, то и интуицию и вам можно прокачать, никто не обречен. Интуицию прокачаем всем. Но для начала необходимо понять, прокачана у нас Аджна или нет. Конечно, можно уже было сделать выводы, потому что я говорила ранее про наши чувства, про ощущения. Возможно, вы, послушав, 5 вот этих чувств, поняли, проанализировав, то, что у вас какое-то из них наиболее развито, а может быть и не одно, что безумно круто. Главное уметь этим всем пользоваться. Итак, как понять, что чакра Аджна находится в минусе? Чакра Аджна находится в минусе, когда человек просто начинает терять смысл своей жизни. Он просыпается, и вот знаете, у него ощущение дня сурка. Он проснулся, открыл глаза, и просто вот это чувство, опять вот этот обычный никчемный день, зачем вообще этот мир, зачем я в нем, зачем это все, то есть полное непонимание того, что он тут делает. Вот просто тотальнейшее отсутствие какого-то хотя бы малейшего, знаете, крючочка, за который можно зацепиться в этом мире и понять, что да, для меня это важно, и поэтому я хочу существовать в этом теле, поэтому я благодарен за то, что у меня есть это тело, то, что я могу существовать в этом прекрасном мире. У человека с непрокачанной Аджной это чувство отсутствует просто напрочь. А также этот человек будет полон иллюзий. То есть он живет в неком иллюзорном мире, в котором он не чувствует, не видит, точнее, смысла жизни. Также у этого человека будут зависимости, такие как алкоголь, и все ему сопутствующее. Также человек не будет создавать свою реальность, потому что он не будет видеть смысла в своей жизни. А если мы говорим про физическое состояние, да, все-таки Аджна — это голова, у человека будут постоянные головные боли, ну, прям вот мигрени, безостановочные, таблетки не помогают, ничего не помогают. Теперь я вам раскрою все-таки маленькие секретики, дам какие-то советы, поделюсь тем, что сама знаю, как все-таки привести Аджну, можно сказать, в чувство. Нам необходимо немножечко покопаться внутри себя, да, и просто научиться прислушиваться к себе, слушать свои внутренние желания, свой внутренний голос, чувствовать от того, что вы делаете, отклик, прокачивать свою интуицию, да. Как мы можем это сделать? Благодаря медитациям. То есть во время медитации, естественно, все зависит от того, какую вы подберете сами, либо же ваш проводник проведет вас, отталкиваясь от вашего запроса, и вы сможете немножечко покопаться внутри себя, но это будет не самокопание, а самоизучение. То есть самокопание — это что-то немножко все-таки уходящее в негатив, как я считаю. А самоизучение — это то, что помогает нам вот на этом пьедестале, на нашей платформе подняться по ступеньке вверх. И то, что помогает изучить себя, почувствовать себя. И все-таки я считаю, что когда мы себя знаем,
когда мы себя слышим, что немаловажно, мир к нам как-то более расположен, более открыт, он больше хочет с нами делиться своими благами, своими ресурсами, потому что он начинает понимать, то, что вот да, этот человек себя понимает, он себя изучил, он выделил на себя время, он узнал свою самоценность, он прокачал свою интуицию, свои навыки, он научил себя слышать. И когда человек сам проделал для себя столько работы, открыл себе такие просто горизонты и возможности, естественно, мир хочет ему, наверное, можно сказать, отплатить тем же. У него появляется это желание. Также немаловажно будет прокачать свою концентрацию, научиться концентрировать свое внимание. Вы знаете, есть люди, которые очень сильно рассеянные. То есть вот они садятся за какое-то дело, все, у них вот расфокус полнейший, они там, и тут, и в телефоне, и в компьютере, и читают книгу, и не могут сосредоточиться на деле. А надо развивать свою концентрацию. Погас у нас свет, но я думаю, ничего страшного, продолжим и без него. Сконцентрируемся на записи видео, прямо сейчас начнем практиковать и прокачивать аджну. В общем, надо развить свою концентрацию. Опять же, это можно сделать с помощью медитаций, когда мы будем концентрировать свое внимание внутри себя, либо же наоборот будем концентрировать внимание на том, что происходит вокруг нас. Также можно сделать такую а-ля медитацию, когда мы просто пойдем погуляем, пройдемся по улице и сконцентрируем свое внимание на каком-нибудь дереве. И, например, в этот момент дует ветер. И мы вот концентрируем свое внимание на одной ветке. И вот мы смотрим на эту ветку, смотрим на эти листики. Но сам факт того, что мы сконцентрированы, мы тут, мы в моменте, мы смотрим на это дерево, мы ощущаем этот ветер, мы видим, что с ним происходит, да? И то же самое, как сейчас я. Я сконцентрировалась на записи этого видео, на том, чтобы донести вам свои мысли, свои знания, да? Чтобы вы прокачали свою чакру, чтобы вы открыли в своей жизни какие-то новые возможности. И чтобы это принесло вам, безусловно, пользу и огромное количество различных благ в вашу жизнь. Собственно, на этом все. Я на самом деле снимала сегодня видео на такой потрясающей просто энергии. Вот у нас сегодня за окном лил дождь. И знаете, я это рассмотрела не как то, что, какая плохая погода, а как очищение. Сегодня наш город очищался. Я смотрела на этот дождь и очищалась вместе с ним. Мне прям легко. Вот сегодня я пребываю вот в том самом состоянии легкости. Это одно из моих любимых состояний. Но, естественно, я человек и могу пребывать абсолютно в разных состояниях и разных чувствах, что безумно замечательно. В общем, на этом все. Спасибо вам огромнейшее, что досмотрели это видео до конца. Также я безумно рада, что мой канал начал расти. Огромное вам за это спасибо. Я вам искренне благодарна. Посылаю вам лучики добра и света. И желаю вам чудесного, не знаю, утра, дня, вечера. Просто чудесных дней, чудесных будней. Всем пока!